Программа теплоэнергосбережения на предприятиях «Алроса» реализуется не первый год. Она предполагает не только замену освещения на более экономичное, но и меры, позволяющие сохранить в рабочих помещениях оптимальную температуру воздуха. Первыми реализацию программы начали в автобазе Мирнинского ГОКа. Продолжит тему Наталья Николаева. Как предполагалось, проблемными местами, связанными с утечкой тепла, оказались окна, стены и крыша. Далее вопрос упирался в финансирование. В статье расходов предприятия появился еще один пункт – теплоэнергосбережение. В соответствии с теми финансовыми возможностями, которые позволяли нам, мы начали проводить эти мероприятия. Они складываются в основном из трех основных направлений. Первое – это утепление кровель вместе с обновлением и восстановлением в некоторых местах гидроизоляции. Второй момент – это замена окон на новые стеклопакеты. Третий момент – это ревизия, ремонт, обновление регистров отопления. Таким образом, планомерно на предприятии шла работа по утеплению рабочих мест. В том боксе, где мы снимали сюжет, почти завершили замену оконных блоков. В помещении полностью провели ревизию системы отопления. Утеплили кровлю и заменили светильники. К слову сказать, изменения к лучшему ощутили и мы. В сравнении с другим ангаром здесь намного светлее и теплее. Я надеюсь, что зимой здесь будет достаточно комфортная температура для того, чтобы работникам автобазы и работникам РССУ было комфортно заниматься своей основной производственной деятельностью. Здесь будет тепло. Я так думаю, что... зима, конечно, покажет. Она все расставит на свои места. Но я думаю, что мы все абсолютно правильно сделали. И здесь будет достаточно тепло и комфортно работать. По словам начальника автобазы, несмотря на кризис, сокращение финансирования и оптимизацию производства, работы по программе теплоэнергосбережения, может и не в полном объеме, но будут продолжаться. В автобазе еще немало рабочих мест и условий труда, которые необходимо улучшить.